Всем привет, это Киноалания. Первая неделя декабря у нас совершенно безумная, новых фильмов 11. Сейчас расскажу обо всех по порядку, а вы смотрите и решайте, что будете смотреть. Зима, ребята, самое время для романтичных и добрых фильмов. И в первую же неделю декабря на большие экраны выходит «Рождество на двоих», самый праздничный фильм. В оригинале он называется «Last Christmas», точно так же, как легендарная песня, написанная Джорджем Майклом. Главная героиня – жутко невезучая девушка по имени Кейт. Год назад она заболела и чуть не умерла. Сейчас она работает в рождественском магазине, много пьет и совершенно потеряла интерес к жизни. Все меняется, когда судьба сводит ее с очаровательным Томом. Похожий на сказочного принца, он помогает ей поверить в себя и обрести счастье. На что вы там смотрите? В городе таких птиц не встретишь. О, черт! Это к удаче. Ага. Главную роль в фильме исполнила Эмилия Кларк. Калиси здесь не властная матерь драконов, а обычная девушка, которой предстоит собирать свою жизнь по кусочкам. Эта роль далась Кларк идеально. Кстати, все музыкальные партии в фильме она исполнила сама. Last Christmas, gave you my... Великолепно! Потрясающе! О, простите, это полный отстой. Сценарий написала фантастическая актриса Эмма Томпсон. «Рождество на двоих» – это классический романтический рождественский фильм с важным посылом. Он напоминает, что никогда не поздно делать добро, а еще нужно ценить то, что есть, и тогда точно произойдет чудо. Впечатлительные натуры, скорее всего, прослезятся во время сеанса, но после просмотра «Рождества на двоих» вам обеспечено приятное послевкусие. Этот фильм идеально подойдет для романтического свидания. Сегодня же стартовал «Сиротский Бруклин», фильм, который во всех смыслах сделан Эдвардом Нортоном. Он здесь и сценарист, и режиссер, и продюсер, и исполнитель главной роли. Играет он, кстати, частного детектива Лайнелла с синдромом Туретта и еще несколькими психологическими расстройствами. У меня ветки в башке! У меня ветки в башке, чувак! Я вечно дергаюсь и кричу, Если- будто сбежал из чертова цирка уродов. Ты не мог бы перестать? Трогай Белли! Простите. На глазах у Лайнелла убивают его наставника и единственного друга Фрэнка, и теперь он сделает все, чтобы найти убийц. Расследование приведет его в Гарлем, а затем в шикарные залы политической элиты Нью-Йорка. Он бросит вызов гангстерам, коррупции и самому опасному человеку в городе, чтобы очистить имя друга и спасти женщину, которая может спасти его самого. Фактически, «Сиротский Бруклин» – это бенефис Эдварда Нортона. Его роль в этом фильме феноменальна. Компанию ему составляют не менее крутые Брюс Уиллис, Уильям Дефо, Алек Болдуин и Гугу Баттероу. Этот нуарный триллер точно будет претендовать на главные кинонаграды сезона, поэтому любителям качественных фильмов смотреть обязательно. А сейчас коротко о двух новинках, которые тоже стоит посмотреть. У нас тут две ленты, основанные на реальных событиях, произошедших в 19 веке. Начнем с «Войны токов». Америка, 1880 год. Томас Эдисон открывает постоянный ток и изобретает лампу накаливания. Другой инженер, Джордж Вестингаус, продвигает идею использования переменного тока. Эти двое будут биться за возможность электрификации всей страны. Огромное значение здесь будет иметь Никола Тесла, который сначала работает у Эдисона, а затем уходит к Вестингаузу. Главные роли в фильме сыграли Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Николас Холт и Том Холланд. Переходим к аэронавтам. События разворачиваются в Лондоне в 1862 году. В центре истории два непринятых обществом героя. Она молодая женщина, увлеченная аэронавтикой. Он исследователь, готовый на все, чтобы научиться предсказывать погоду. Вдвоем они отправятся в безумное и смертельно опасное путешествие выше облаков. Зрелищное, напряженное, эпичное и невероятно красивое кино. Ну и пара Эдди Редмейн и Фелисити Джонс в главных ролях. Идем дальше. Сегодня же стартует лихой боевик «21 мост». Всем, кто любит фильмы с кучей погони и перестрелок, определенно стоит на него пойти. Кстати, продюсеры ленты «Братья Руссо», а главную роль исполнил Чедвик Боузман, тот самый «Черная пантера». Просто супер. Что может пойти не так? Супергерой за нас. Здесь тебе ни хрена не комиксы, приятель. В один не очень прекрасный вечер на Манхэттене совершается дерзкое ограбление. Преступники убивают 8 полицейских и скрываются с места происшествия. За дело берется Андре Дэвис, сын убитого при исполнении копа. Он не даст уйти убийцам. Первый раз в истории Нью-Йорка полиция перекроет все выходы с Манхэттена, в том числе 21 мост.
На выходе 21 мост – это отличный боевик с запутанным сюжетом и двойным дном. Его точно стоит смотреть ради крутого экшена и не менее крутых актеров. Компанию Бузману составляют Сиена Миллер и Джей Кей Симмонс. А сейчас коротко о других новинках этой недели. Их у нас еще целая куча. В кино стартовал триллер «Рожденный после смерти». Спустя 5 лет после гибели старшеклассника Ронни к его матери и брату приходит его школьная подружка Мелисса. Она уверяет, что ждет ребенка от Ронни. Родственники пытаются выяснить правду, которая окажется страшнее всех предположений. А еще на больших экранах можно посмотреть драму «Ржев». Лента расскажет историю Ржевской битвы 1942 года. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась лишь треть. Из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой, отступать нельзя. В этот же момент прибывает начальник особого отдела. Он должен найти предателей среди своих. События приобретают неожиданный поворот. А еще в кино идет мелодрама «Конец сезона». 3 сестры из России живут в маленьком прибалтийском городке. Они мечтают о возвращении в Москву и ищут любовь. Тем временем на тихом побережье появляется опасный убийца. Светлая меланхолия сменяется взрывами человеческих эмоций и нешуточной борьбой за жизнь. В кино также можно посмотреть южнокорейский боевик «Зверь». В городе происходит кошмарное убийство, и выследить преступника задача не из легких. Тогда в дело вступают 2 детектива, которым необходимо действовать сообща. Однако проблема есть – они ненавидят друг друга. Для душевного вечера подойдет фильм «Прекрасная эпоха». Представьте, что вы можете отправиться в любое время в прошлое. Такую услугу предоставляет компания, которая готова восстановить детали любой эпохи. Ее клиентом становится художник, переживающий кризис в отношениях с женой. Он отправляется в прошлое, чтобы снова пережить день, когда он встретил любовь всей своей жизни. А еще уже завтра в кино стартует 2-й «Джуманджи». Героям первой части придется вернуться в опасную игру. Вот только правила «Джуманджи» уже изменились, все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по неизведанным уголкам игры от пустыни до заснеженных гор. Подробнее о «Джуманджи» поговорим уже в следующем выпуске, а пока предлагаю вспомнить фильмы прошлых недель. Здесь у нас тоже очень много интересного. Сегодня мы говорили об огромном количестве самых разных фильмов. Именно поэтому в Must See у нас тоже лента, состоящая сразу из 7 короткометражек. Сильный и эмоциональный киноальманах «Невидимые дети». Этот фильм обязательно стоит посмотреть каждому. «Невидимые дети» – 7 историй о 7 детях. Здесь и африканский мальчик, мечтающий учиться, а не воевать, и цыганенок, попавший в тюрьму, итальянский воришка, американская девочка из семьи наркоманов, нищий брат с сестрой из Сан-Паулу, 2 китайские девочки со своими несчастьями и даже взрослый, в котором живет мальчик Джонатан. Каждый из них пытается выжить в этом мире. Каждую короткометражку о невидимых детях снимал отдельный режиссер. Безумная и хаотичная история от Кустурицы, психоделика от Ридли Скотта, трогательный отрывок от Джона Ву и глубокая драма Спайка Ли. Каждая история важна, каждая прямо в сердце. Невидимые дети призваны привлечь внимание к проблеме брошенных и незащищенных детей, и кажется, только совершенно бессердечный человек не будет поражен увиденным. Обязательно потратьте на этот фильм 2 часа, вы точно не пожалеете. Ну а у нас на этом
этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.